встретился с гораздо более опытным Адилем Баранбаевым из команды Алаш Прайд. Неспешный ход боя взорвал Рахмонов. Вскоре он вновь проявил активность, подхватил ногу и моментально выбрался за спину, однако соскочил и до самого гонга вынужден был орудовать снизу. Шавкат хорошо пользовался своим преимуществом в антропометрии и старался не допускать соперника на ближнюю дистанцию, но Баранбаев все равно нашел возможность для перевода. Впрочем, Шавкат в долгу не остался и уже через минуту поменял пассивный контроль соперника на собственное доминирование. Следующие два боя Рахмонов провел за границей. Для начала он отправился в Азербайджан и встретился с бразильцем Марсело Брито, который в предыдущем поединке бился за пояс М1. 21-летний Шавкат, обзаведясь прозвищем Намат или в переводе кочевник, постепенно наращивал тоннаж ударов. В итоге соперник не выдержал. С виду простой тычок в корпус сложил Брито пополам. Дальше был вояж в Южную Корею, где его ждал местный перспективный герой по имени Чон Йон Парк. Сейчас эту железную черепашку знают по успешным выступлениям в UFC, но тогда он только начинал карьеру и шел со скромным рекордом 3-2. Кореец сразу полез бороться, однако Рахмонов оказался готов. Он попытался закрыть гильотину. Спустя пару секунд уже выловил руку на армбар. Затем была еще одна попытка гильотины. Парк сумел избежать неприятностей и забрал первый раунд за счет работы сверху. Но во втором Шавкат был гораздо свежее. Он вышел победителем из клинча, обеспечил себе доминирующую позицию за спиной и 30 секунд докручивал удушение, пока кореец наконец не сдался. После этого Парк выдал серию из 7 побед и за 3 года добрался до UFC. А вот в карьере Рахмонова наступил непростой период, хотя поначалу все складывалось отлично. Вскоре он получил бой за титул М1 и должен был сразиться с Алексеем Кунченко. Однако травма колена, полученная во время подготовки, выбила Шавката из строя более чем на год. Он вернулся лишь в феврале 2018-го после 18 месяцев без боев. Его соперником стал Леван Солодовник, вице-чемпион Санкт-Петербурга по ММА, который перешел в профессионалы в очень зрелом возрасте. Солодовник не стал задерживаться на ударной дистанции и пытался пролезть в клинч. Рахмонов извлек из этого пользу и дважды оказывался в маунте. Впрочем, со спины поработать тоже пришлось. В конце первого раунда он угрожал треугольником, который резко перетек в рычаг локтя. Во втором раунде Шавкат доминировал сверху и отдал позицию лишь раз, после того, как закрыл треугольник. Духовитый соперник терпел больше минуты, но все же постучал за 20 секунд до гонга. There we go. Shawkat Rachmanov.